Добрый день, с вами Five O'Clock. Время поговорить о разном. С вами я, ведущая Гуля Поготова, и мои коллеги Надежда и Елена. Сегодня мы поговорим на очень животрепещущую тему простуда. За окном осень. Все шумит. Инфекция не за горами. Что же делать? Как же себя оградить от этих различных неприятностей? Давайте обратимся к нашим экспертам. Ну, позволю начать, что простуда на самом деле это непростое заболевание. Простуда непростое. И вызывается различного вида вирусными и бактериальными агентами. Их множество, надо сказать. Очень много. 10% это бактерии, а вот 90% это вирусы различного характера. Причем вирусы, которые могут прятаться, маскироваться. Они как хамелеоны. В прошлом году это был один вирус, в этом году это совершенно другой вирус, разные штаммы, как их называют профессионалы. Их неисчислимое количество. Они видоизменяются, они прячутся от нас, а мы их постоянно догоняем. Вернее, наша наука. Ну да. Ну и когда же мы заболеваем? А заболеваем тогда, когда снижается уровень иммунной защиты организма. Вот и как раз приезжают люди после летнего отдыха с морей в сентябрьские похолодания и начинаем болеть. Но они думают, что они же приехали оздоровленные. Они попили минеральной водички, они поплескались в морях и океанах, они дышали свежим воздухом, горным, может быть, и считают, что у них с иммунной системой все хорошо. Но на самом деле, приехав из теплого климата южного в наши уже холода осенние, и очень значительный перепад температуры влияет на иммунитет. Из-за этого сразу начинают болеть дети, а уже от детей и взрослые. Да, дети начинают сразу реагировать. Действительно, это так. И обычно в сентябре первая вспышка каких-то вирусных заболеваний идентифицируется врачами-инфекционистами. И вот сентябрь это тот сезон, когда нужно особенно Я бы сказала, врачами-педиатрами сначала. Да, особенно быть внимательным. Потом терапевтами. А уже в сложных ситуациях врачами-инфекционистами. Да. Потому что самые простые простудные заболевания, которые называются ОРЗ или ОРВИ, да, они диагностируются на первом этапе попадания либо ребенка, либо взрослого к специалисту. А это либо педиатр, либо терапевт. А на сегодняшний день это вообще семейный доктор. И начинают врачи вести статистику для того, чтобы определить пик заболеваемости и дать рекомендации тем, кто заболеть на самом деле не хочет. И действительно, ОРВИ, острое респираторное вирусное заболевание, это комплекс заболеваний, когда в организме скапливается огромное количество различных вирусов. Сложно определить, какой именно из них вызвал заболевание, сложно бороться конкретно с одним из них, потому что уже говорили о том, что их более 200 видов, и каждый раз, попадая в организм, они мутируют. Но борьба с вирусами – дело непростое, потому что противовирусных препаратов, которые действительно влияют на вирусы, их очень мало. И в таком заболевании, как грипп, их практически нету. Поэтому мы боремся с чем? Мы боремся с проявлениями этого заболевания. А проявления какие могут быть? Кашель, насморк, что еще может быть? Голос пропадает. Голос вот, кстати, пропадает я и так далее. Изучала эту тему и пыталась понять, какой же вирус на какой орган действует. Так вот, если пропадает голос, да, такая сиплость, это вирус парагриппа. Если большое количество слизи в носоглотке и такой сильный насморк, это аденовирус. А если подключается еще расстройство кишечника, это энтеровирус. Вот такая история. То есть у каждого вируса есть свой домик, можно сказать, там, где он себя чувствует достаточно комфортно, где он может размножаться и вот приносить нам вот такие вот неприятности в виде, симптомы. Грубо говоря, соплей, кашля или диареи. Ну и, как правило, сопровождается повышением температуры. Температура бывает разная, либо резкое повышение, да, либо субфебрильное у кого-то, мы уже говорили, что это там до 38, намного выше 38. Но стоит ли бить панику по этому вопросу? Ну, конечно же, стоит, потому что, во-первых, есть группа риска. Это дети, в первую очередь, это пожилые люди, это те, у кого есть проблемы сопутствующие, какие-то хронические заболевания, потому что на самом деле мы говорим о РВИ и понимаем, что к РВИ в том числе относится грипп, который не так важен, не так страшен,
сам по себе, как страшны его последствия. Поэтому, когда мы говорим о сезонных простудах и вирусных заболеваниях, то в первую очередь, конечно, стоит подумать о профилактике и о том, как не заболеть. Потому что в основном вирус передается каким путем? Воздушно-капельным. Ну, что это означает? Мы где-то на работе, кто-то больной человек чихнул, этот чих передался нам по воздуху, мы его вдохнули. То есть вирус передается через воздух. Да, и от одного чиха распространяется 5 миллионов частиц, которые содержат вирусы. Поэтому представляете, какая степень распространенности и вероятность заражения? Но чаще всего такая распространенность и степень выражения в больших скоплениях народа. Людей, да. Да. А если мы говорим, что именно детки являются тем источником кто вируса, первый страдает от болезни? Да, то это мы должны сказать о том, что это рассадники, детские сады, школы, даже университеты. Но нельзя исключать и различного рода офисы, особенно офисы, где существует общая система вентилирования. Мы всегда об этом забываем, поэтому не стоит забывать о том, что можно подхватить этот вирус, летя с командировки в самолете, там же тоже вентиляторы работают. Нельзя забывать о том, что этот вирус можно подхватить в гостинице, где вы останавливаетесь, и вроде бы совершенно, скажем, в другой стране, но тем не менее привезли оттуда вот такую неприятность. Поэтому общественный транспорт? Общественный транспорт, я вообще могу сказать, что это самая большая беда во время эпидемии, но это тоже большой источник. Метро, троллейбусы, автобусы, даже маршрутки. Все закрытые. Все закрытые помещения. Проехать от одной остановки до другой, казалось бы, всего лишь 5 минут. И вот за эти 5 минут ты можешь нахвататься все, что вокруг летает в этом помещении или в этом сооружении, или этом движущемся объекте, скажем. Да, что интересно, человек, который уже заразился, он становится, по сути, инкубатором для вирусов и бактерий. И сам того не замечая, абсолютно не ощущая на себе никаких симптомов, он уже становится сам источником заражения. Представляете? Да, просто мы знаем, что есть период, когда вот тому же вирусу или той же бактерии нужно время, чтобы приспособиться и начать размножаться дальше. И в этом есть тоже острый период. Да? Поэтому, да, действительно, человек может себя достаточно хорошо чувствовать, еще хорошо чувствовать, но не подозревая, что он уже заболел. А когда он заболел, он даже не думает о том, что он может стать источником вот этого заражения вокруг себя. Поэтому, если вы заболели, посидите дома, посидите с ребенком, пересидите 1-2 дня, когда весь этот острый период пройдет, когда вы не будете как минимум заразны для других. Я бы сказала, опасны для других. Опасны для других, да. Да. Но и с заботой о себе и о своем чаде. Да, некая ответственность о том, что ты, во-первых, не заразишь других людей, во-вторых, быстрее выздоровеешь. Да, именно так. Кстати, еще один путь передачи вирусных инфекций, кроме воздушно-капельного, это контактно-бытовой. Да. Его тоже нужно учитывать при контакте, например, взял чью-то ложку или чью-то чашку, Да, вот, кстати. с которую пил больной человек, тоже и высокий шанс заболеть. Ну, интересно, мы говорим о том, что человек, который уже является носителем вируса либо бактерии, от нескольких часов до нескольких дней может длиться этот инкубационный период. Поэтому велика вероятность того, что и человек ничего еще не ощущает, нет никаких признаков болезни, и действительно из его чашки может кто-то сделать какой-то глоток воды, либо чая, и тоже с ним заразиться. И вы знаете, вот очень актуально в этот период именно одноразовая посуда, особенно в офисах, одноразовые стаканчики, одноразовые ложки и так далее. Они, может быть, не такие презентабельные, но надо сказать, что я была даже свидетелем ситуации, когда вот в такой период у меня была встреча в одном очень интересном, дорогом ресторане. Вот на встречу пришел человек и говорит: сделайте мне, пожалуйста, кофе. Ну, как обычно, какой вам кофе и так далее. Он говорит: вот такой вот кофе, только в одноразовом стаканчике.
Ну, для меня был некий шок. Принципиальная позиция. Да, как-то вот, да. А потом я узнаю, что этот человек действительно, независимо от того, какой уровень ресторана или какой уровень кафе, всегда берет кофе в одноразовом стаканчике. Всегда. Всегда. Даже не зависит от того, это зима, лето, осень, весна. От этого тоже не зависит. Ну, вот такая вот страховка, так для себя человек решил, что он мудро, а почему нет? Он Конечно. профилактирует, он заботится и думает, может быть, на 3 шага вперед. А как же еще можно профилактировать заболевания? Вот все-таки, когда наступают периоды осенние, когда резко холодает, мы понимаем, что наш иммунитет все-таки дает сбой, особенно если мы говорим о том, что после летней жары, после отпуска человек приезжает, и у него есть какой-то период адаптации, он как раз в этот момент наиболее всего подвержен всем этим заболеваниям. Уязвим. Что делать? Ну, давайте подумаем, а что же можно сделать? Ну, можно вакцинироваться, в конце концов, да? Ну, вакцины, они в основном эффективны при вирусах гриппа. А вот насчет ОРВИ, вот этих разных вирусов, там парагрипп, адено, они, к сожалению, не помогут, потому что эти вирусы очень мутируют, и для них просто невозможно сделать вакцину. Ну, значит, нужно каким-то образом подтянуть свой иммунитет. Да, свою защиту, я бы сказала так, свою защиту. А каким образом это сделать? И первое, о чем бы я сказала, это все-таки выдерживать режим труда и отдыха и беречь себя, свои силы, да, чтобы не было никаких стрессов, нагрузок на иммунную систему, когда она действительно уже неэффективна и не работает. Это первое. Второе, о чем говорят врачи и рекомендуют мудрые люди, мыть руки, элементарные средства гигиены, да, когда ты лишний раз помоешь руки или лишний раз вот какую-то чистую чашечку или вот одноразовый стаканчик возьмешь, это тоже тебя неким образом защищает. А если воздушно-капельным путем мы говорим, мы можем либо вдохнуть этот вирус, тогда что нужно мыть? Маску одеть. Мыть нос. Морской мыть водой. Нос морской водой. Ну, все сразу маску одеть, а потом мыть. Да, кстати, мыть нос морской водой. То есть не допускать пересыхания слизистой носа. Сейчас уже, дай бог, очень большой ассортимент таких средств в аптеке, и не надо самим смешивать там 3 чайные ложки на 2 чайные ложки чего-то. Соли, соды, йода и так далее. Поэтому, более того, ведь мы знаем, что эти, так сказать, препараты, они обогащены еще микроэлементами, которые играют очень большую роль создавая почву для нормальной микрофлоры. Совершенно верно, создавая некий защитную среду, в которой бактерии плохие или вирусы не выживают, а хорошим дает состояние дальше развиваться. Я бы сказала так. Так что эта традиция пришла к нам из Франции и, собственно говоря, полюбилась. И в педиатрии деткам это используют, промывание носика морской водой. И взрослые уже стали использовать с большим удовольствием. Да, это факт, это есть. И мне кажется, что несмотря на то, что очень многие отдыхают на морях, но тем не менее вот баллончики, скажем, с этой специальной морской водой, как минимум, у кого дети есть, они держат дома. Позаботиться о том, чтобы организм получал достаточное количество витаминов, и в первую очередь витамина С. Мы уже как-то говорили о том, что в норме обычному взрослому человеку нужно 60-90 мг витамина С ежесуточно. Но это мы говорим о состоянии, когда он здоров, и когда все в порядке. Но как только мы понимаем, что близится сезон простуд, то так называемая терапевтическая доза повышается. 500 до 1000 миллиграмм, это когда уже действительно либо пик заболеваемости, либо рядом кто-то заболевший. Это то количество витамина С, которое стимулирует иммунную систему, плюс обеспечивает кислую среду в организме. Да, я знаю, что вот и витамин С именно стимулирует выработку интерферона, нашего внутреннего иммунного агента, который как раз работает против любого вида вирусов. И известный химик Янус Полинг, он как раз изучал витамин С и даже получил Нобелевскую премию за свой вклад в изучение витамина С и его влияние на иммунитет.
Да, но с витамином С, вообще витамин С, он нас как-то сопровождает, когда мы поднимаем ту или иную тематику. Везде витамин С. Один из ключевых. Один из ключевых, да. Ну вот в простудных заболеваниях он основной, я бы сказала. Ну, тем, кто не хочет покупать витамины в аптеке, да, и принимать химические компоненты, пожалуйста, есть возможность пересмотреть свой рацион и обеспечить, ну вот даже если чай пьет человек, то с лимоном. Апельсины, зелень, даже печеный картофель, но только, что важно, не снимая шкурочку, вот содержит витамин С. Опять-таки можно заварить шиповник, только правильно настоять его в термосе и использовать такой настой шиповника. Мне кажется, что вот такие рекомендации абсолютно практичные, потому что мы не оперируем какими-то этими овощами и фруктами, которые вне нашей географии, вне географии Украины. И это очень важно, потому что вот по теории, там, где человек живет, собственно говоря, он и должен использовать в рационе те продукты, которые растит его земля. Потому что эти вещи взаимосвязаны, и нам нужно просто понимать, в каких продуктах мы можем найти витамин С, витамин А, витамин Е, разного рода витамины. И тогда мы будем защищены от различных неприятностей в жизни. Это очень важно. Ну и, конечно же, мы поговорили о том, как профилактировать вирусные заболевания до того, как заболеть. А вот если уже заболел, то что тогда делать? И очень часто рекомендуют использовать традиционные маски. Но тут есть много вопросов. На самом деле вирусы настолько малы, что они зачастую проникают через мелкие поры из ткани, через ткань, из которой состоит эта маска. Ну и потом эту маску надо постоянно менять. Да, она промокает, становится влажной, еще больше проницаема, и поэтому специалисты рекомендуют 2 часа. Иногда даже эта маска является источником скопления тех бактерий, которые налипают наверх. И могут потом стать источником заражения для остальных. И могут стать источником. Поэтому 2 часа не больше, и нужно менять маску. С ней тоже... То есть в день нужно рабочий день, по большому счету, это сколько же масок нужно? 8-часовой рабочий день, как минимум 4 маски, это только, если мы говорим о контакте в офисе, например. Да. А еще до офиса доехать, еще дома быть, еще дома надо быть в маске. Слушайте, если человек уже заболел, то зачем ему ехать в офис? Пусть лечится дома и не распространяет заболевания. Но есть же фанаты работы ответственные, которые приходят больные, даже оденут маску, но все равно этот сотрудник выглядит как бы не ресурсным и не результативным. Поэтому а какая первая скорая помощь? Вот действительно, если чувствуешь недомогание и понимаешь, что повышается температура, и понимаешь, что вот оно. Что делать? Заболел. Что делать? Что делать? С чего начать? Есть народное средство, чай с малиной, который обладает патагонным, значит снижает температуру, и жаропонижающим, и обезболивающим немножко действием. Так вот, банальный, простой чай с малиной – это первое средство, которое можно использовать, когда ты чувствуешь, что ты заболел. Но мне кажется, что вообще на самом деле, если говорить вот так вот в целом, то нужно учитывать 2 момента. Момент – это все-таки не дать возможности так активно распространяться инфекции в организме. И второе, как облегчить свое вот это состояние, недомогание и так далее. Поэтому главная рекомендация – это побольше воды, только она должна быть подкисленная. Да? Иногда это делают еще с витамином С, иногда это делается с аспирином витамином плюс витамин С, кислоты. Да? Вот. И, конечно же, когда человек пьет воду, он ее должен куда-то потом выводить. Вот таким образом, потреблением большого количества воды и ее выведением мы разбавляем в своем организме среду и механически выводим токсины, может быть, даже и какие-то вирусы, если попадут. Хочется в это верить. Но это действенный метод. Собственно говоря, именно на этом принципе основаны все симптоматические препараты для лечения простуды.
питье, обильное питье с различными микроэлементами, с различными вкусовыми добавками, против жара, против пота, против симптомов заложенности носа. Вот таких, по-моему, масса. Ну, конечно, если температура высокая, больше, чем 37,8, 38, это, скорее всего, можно подозревать грипп, а не обычное острое респираторное вирусное заболевание. Поэтому в данном случае, конечно же, нужно обратиться к врачу, да, поскольку грипп это уже серьезно своими осложнениями. Ну и под рукой должны быть какие-то жаропонижающие препараты, которые позволят состояние улучшить, да, снять головную боль, высокую температуру, чтобы облегчить состояние, конечно. Да. Ну, хочется напомнить еще о том, что обязательно в квартире должна быть влажная уборка. Как Надежда, можно чаще. Вы просто волшебница, потому что подняли очень важную тему, действительно. Уборка в квартире, в доме, в помещении, в офисе, в детских садах, в университетах, в школах. Влажная уборка – это номер один. И проветривание, я бы еще сказала, независимо от того, что может быть не очень приветливая погода на улице. Форточки, вот эти новые пластиковые, которые ставят, тоже на режим проветривания и влажную. А зачем нам нужна влажная уборка? Потому что во влажном воздухе все эти вирусы и бактерии не живут. Уменьшается их концентрация, и таким самым практически природным образом мы с ними боремся. Технически, да, не прилагая особых усилий. Ну, мне кажется, нужно взять на вооружение. Ну да, но пол помытия все-таки это усилия определенные. Это мы говорим о профилактике. Да. Когда же мы знаем, что это может быть, почаще протирайте в доме, делайте влажную уборку. Ну, то есть мы таким образом уменьшим концентрацию на квадратный метр, то, что называется, вирусов и бактерий, и тем самым обезопасим себя, либо дадим возможность нашему организму справиться с тем объемом, который, может быть, и поступит. Ни для кого не секрет, что в одной комнате могут находиться 3 человека, один из которых будет инкубатором, и после чиха второй может заболеть, а третий может совершенно спокойно остаться здоровым. Потому что он предпринял все методы профилактики и, собственно говоря, он, кстати, может быть и хозяином этой квартиры. Кстати, есть еще один секрет. Я знаю, Надежда, вы используете этот метод. Это увлажнение воздуха в офисе, который мы знаем, что достаточно сухо, потому что кондиционирование проводится в помещении. Систематически. Да. И поэтому, вот я знаю, вы на столе у меня стоит увлажнитель, в который вы добавляете эфирные масла. Капель эфирных масел. Вы, Елена, знаете обо мне все. Да, действительно, есть эфирные масла эвкалипта, пихты, чайного дерева, и шалфей, и список можно продолжать, вот, которые действительно, кому что испаряясь, кому что нравится, исходя еще из органолептических свойств, от того, что как пахнет. Испаряясь, они действительно являются фитонцидами, это вещества, которые вирусы и бактерии убивают. Ну да, чтобы не носить чеснок и лук с чесночком, кулончик с чесночком, или бусики с чесночком. Хотя это было очень правильное решение в свое время. Я думаю, что многие из нас прошли через бабушкино ожерелье. Ну, в комнате заболевшего точно можно на блюдце разложить свежеочищенный, разрезанный лук и чеснок и менять его каждые пару часов. И точно в комнате, где заболевший, там, конечно, концентрация вирусов будет огромная, а это будет способствовать тому, что количество уменьшится. Мне так нравится, мы такие методы подняли, мы такие какие-то вспомнили рецепты. Простенькие, да? Очень простенькие, но все гениальное, все просто. Просто об этом не надо забывать. Ну, да, я верю в ароматерапию. Недаром сама история, вот, например, наркоза масочного, когда нужно было вдыхать определенный эфир через нос, и в итоге пациент засыпал, это то же самое на себе транслирует ароматерапию, которую мы можем использовать для профилактики вирусных инфекций. Тоже антибактериальное действие, фитонциды из того же чеснока или цитрусовых масел. И даже когда мы, заболев, пьем чай с лимоном,
то там действует не так витамин С, потому что в кусочке лимона его немного. А вот эфирные масла из шкурки цитрусовых как раз оказывают такое благоприятное действие. Прекрасно. Сколько мы подняли рецептов, сколько мы дали хороших советов. Вот такой вот беседе за чашечкой чая. Поэтому любите себя, берегите себя, будьте заботливы к себе и внимательны к другим.